Новогодняя елка в Кремле по праву считается самым популярным и долгожданным детским мероприятием года. И не только в России. Ежегодно Кремлевский дворец распахивает свои двери для более чем 5000 школьников. Вот уже несколько лет подряд по приглашению администрации президента России абхазские школьники посещают Кремлевскую елку в Москве. 12 ребятишек – это отличники учебы, победители различных олимпиад, дети репатриантов, ветеранов Отечественной войны и учащиеся школы-интерната в Абхазии погрузились в волшебный мир сказок и чудес. Там все было очень красиво, но мне больше всего понравился спектакль, то что был. Также там мы увидели Дед Мороза, Снегурочка. Было очень весело, нам очень сильно понравилось. И всем нам хочется еще раз туда попасть. Каждый раз организаторы Кремлевской елки проводят фееричное шоу, не схожее с тем, что были в предыдущие годы. Для подобного масштабного представления создаются красочные декорации и сказочные костюмы, пишут замечательные музыкальные композиции, ставят новые спектакли. В течение зимних каникул Государственный Кремлевский дворец превращается в волшебный город детства, веселья и смеха. Вокруг множество развлечений – батуты, караоке, аттракционы, игротеки, традиционные мастер-классы, хороводы у главной елки. Словом, все то, что надолго запомнят маленькие гости Кремля. Больше всего мне понравился спектакль, который назывался «Новогодняя звезда». Также мы еще прогулялись по Красной площади, посетили мастер-класс и лепили пряники. Мне очень понравилась Кремлевская елка, и я еще раз хочу попасть туда. На одной из развлекательных площадок Кремлевского дворца дети из Абхазии исполнили народный танец. За это им вручили благодарственный лист. Ребятишки были в восторге от увиденного. Кроме этого, мы в рамках мероприятия была проведена обзорная экскурсия по Измайловскому парку, где ребятишки посетили мастер-класс под названием «Имбирное печенье». Они подружились со сверстниками, там была делегация из Осетии, вот наши ребятишки, в общем, подружились с ними. Маленькие гости Кремлевской елки увезли с собой множество ярких впечатлений, которые будут помнить еще долгие годы. Аля Катрапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.